В данном видеоматериале предметом исследования является анализ этнографических, антропологических, лингвистических и прочих особенностей двух близкородственных народов, обитающих на Кавказе – чеченцев и ингушей. Прослеживание их исторического пути предполагает рассмотрение ранних упоминаний в письменных источниках, исследование происхождения их этнонимов и самоназваний. Анализ спорных аспектов будет основываться на критическом рассмотрении первоисточников данных архивных исследований, а также заключений в областях этнографии и лингвистики. Целью видеоматериала является комплексное научное освещение вопросов происхождения и формирования идентичности этих народов. Для начала постараемся проанализировать этимологию этнонимов. Галгайных чи, а также экзоэтнонимов чеченцы, ингуши, этническое обозначение. Ингуш по наиболее официальной версии исходит от наименования селения Ангушт, расположенного в пригородном районе. Словом ингуши этот народ в XVIII веке нарекли сначала кабардинцы, а затем и русские. В книге Нурдина Кадзоева «Ингушские населенные пункты» Ангушт указывается, что название селения Ангушт этимологизируется с ингушского языка как «ан-гуш-те», что в переводе означает «место, где видно небо». Слово «чеченцы», как и в случае с ингушами, также ведет свои истоки на основе топонимии, а именно от села Чечен-Ау. Об этом указывал чеченский историк и этнограф XIX века Умалат Лаудаев в своем труде под названием «Чеченское племя». Древнейшим аулом на плоскости считается Чечен-Аул. Он преимуществовал перед прочими, был обширен, лучше обстроен, имел лавки, на порогах коих виднелись армяне, евреи и кумыки. От имени этого аула чеченцы получают для себя от русских и кабардинцев народное название шашан и чеченцев. Подробные сведения об основании поселения Чечен-Аул прослеживаются на страницах книги «Аваро-чеченские правители» из династии Турловых и их правовые памятники XVII века, издана в Махачкале в 2006 году. Приведем фрагменты из этого труда, в котором указано, как аварские ханы из рода Турловых основали Чечен-Аул, а также какое к этому имеет отношение этногенез чеченского народа. Второй из округов, пребывавших под властью Турловых, равнинный Чечень, где уже более 200 лет полностью преобладает вейнахский по языку этнический элемент. Хотя, правда, в ходе завоевательных походов чингизидов и их полководцев, а главное, в послемонгольскую эпоху, там заняли было преобладающие позиции языки прошлых этносов. Среди них главное место было, думается, у тюркского, кыпчакского языка, отчего пошел кумыкский. Этот Чечень Северного Кавказа представлял собой сухопутную территорию, известную в русских источниках XVII века, как уварская по генезису правящей верхушки. Малое или, может быть, младшее владение в первой половине XVIII века русские военные администраторы описывали данный округ Северо-Восточного Кавказа как состоявший из 9 селений, в числе которых были Алда, Астанкул, Атага, Гаджиул, Хамбатаул, Сюйра, Корт, Чехкири и Чеченаул от аварского Чача. Основная масса северокавказского населения, признававшего над собой власть Турловых, говорила в XVII-XVIII веках на аварском и чеченском языках. При этом, однако, в некоторых населенных пунктах, отличавшихся смешанным составом населения, из числа расположенных по реке Аргун, в современной Чечне, например, в вейнахских ныне Шале, Гаджиауле и, может быть, Чеченауле преобладал, по крайней мере, в XVI веке кумыкский язык. Об этом можно говорить, если учитывать оригинальные сообщения якобы Рейникса, разведчика, по национальности немца, который писал, что в его время атагинцы и тавлинцы являлись частью чеченского народа, состоящего из 1200 родов, но вот гаджаульцы. Шалинцы, жители еще 2 соседних селений чеченского языка, разуметь не могут, ибо они произошли от татарского рода. Сюда же примыкает указание немца Гербера 1728 год, опиравшегося в своей работе на российские разведывательные органы, который написал, что есть народ чеченский, чей язык – татарский. Подтверждает сказанное также и следующая характеристика Иоганна Гильденштета.
Гумбет подвластен кумыкскому князю, находящемуся в Чечне. Здесь же, видимо, допустимым будет отметить, что в конце XIX – начале XX веков родным языком дворян Турловых, живших в притеречных селениях Чечни в статусе крупных землевладельцев, был кумыкский – форма тюркской речи, выступавшая тогда в статусе средства межэтнического общения, но, подчеркиваю, лишь в равнинной части Северного Кавказа. Следует здесь особо отметить то обстоятельство, что сложение на северо-восточном Кавказе немаленького по своей площади и достаточно многолюдного государства княжества во главе с Турловыми сыграло важную роль в образовании крупнейшего коренного северокавказского народа, чеченцев. Это произошло на базе винахских племенных групп, а также этнических дагестанцев и небольшого, думается, числа представителей других народов Евразии. Он, кстати, получил даже свое этническое наименование, принятое ныне к употреблению в среде различных народов Кавказа и Великих Русских равнин. От традиционно подвластного Турловым равнинного округа Чечень с центром в селении Чеченаул, который аварцы называли Чачу. Получается, что в случае с вайнахскими экзонимами, то есть обозначениями наций, которые используются представителями других народов в отношении ингушей и чеченцев. Слово «ингуши» этимологизируется непосредственно с ингушского языка, тогда как термин «чеченцы» имеет происхождение, согласно официальной версии, от аварского языка. Анализу происхождения ингушского самоназвания Галгай немалое внимание уделял доктор исторических наук Евгений Игнатьевич Крупнов. В его труде под названием «Средневековая Ингушетия», изданном в 1971 году, можно извлечь следующее сведения. В 1963 году известный специалист по нахским языкам профессор Юнус Дишерев подверг сомнению закономерность сделанного сравнения древнего этнонима с современным, но признавал, что, к сожалению, мы не в состоянии сейчас дать положительный ответ на поставленный вопрос. Одновременно он подчеркнул, что попытка Евгения Игнатьевича Крупнова объяснить страбоновский этноним Гаргарии посредством ингушского «гаргар» и чеченского «герга» близкий родственник заслуживает внимания. Основанием для сомнения Дишерева послужило предположение, что сам этноним Галгай позднего происхождения и связан с термином «гала башня» — крепость, то есть житель башни, крепости. Вряд ли с этим можно согласиться. Очевидно, термин «галгай» более древнего происхождения, и из древнейшего кавказского языкового субстрата он вошел в дагестанские языки. Например, слово «башня» звучит у кубачинцев как «глалу-даргинцев», «кьяли-улизгин», «квал» по-чеченски и ингушски «гала» — это жилая башня, а «галай» — оборонительный комплекс. Как известно, в Осетии оборонительные укрепления тоже называются галуанами. Думается также, что не случайно термин «галгая» связан органически с древнейшим культурным очагом Ингушетии в верховьях реки Асы, называемым Галайчу по разъяснению знатока ингушского языка и быта Ахрива. В буквальном переводе это внутренность или брюхо Ингушетии. Этноним Галгай приводится в письменных источниках древности и средневековья. Народ гелы, обитавший в древнем государстве Кавказская Албания и которые упоминались в первом веке нашей эры древнегреческим географом Страбоном. Многие исследователи проводили непосредственную связь гелов с современным народом Галгай, то есть ингушами. В книге под названием «Краткий обзор горских племен на Кавказе», изданной в Тифлисе в 1858 году, приведена следующая информация. Древность самого названия их подтверждается тем, что оно встречается у Страбона и Плутарха, упоминающих о Леге и Гелой, как племенах, живших между Албанией и амазонками. Этих гелай ученый Клопрот находит в нынешних Галгаях, то есть ингушах, населяющих место при впадении Шалхира в Сунжу. Журнал Министерства народного просвещения, часть 52. Санкт-Петербург, 1846 год, Гелы, теперешние Кисты, племени Галга. Известие Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Том 18, 1906 год, страница 112. Чеченцы вообще не очень давно осели на Кавказе, поселились в местах древних гелов, может быть, только после того, как пришли вместе с ордами Чингисхана из Центральной Азии. Во всяком случае, чеченцы не могут быть в точности отождествлены с каким бы то ни было из народов, упоминаемых древними географами.
В некоторых исторических источниках и географических картах позднего Средневековья встречается термин «глигви» — это искажение этнонима «галгай» на грузинский манер. Кавказский этнографический сборник, очерки этнографии Горной Ингушетии. 1968 год. В грузинских источниках для обозначения ингушей упоминается еще один термин «глигви», который соответствует ингушскому «галгай». Согласно сведениям из книги «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданной Академией наук СССР, в 1973 году обозначение глигви впервые встречается в грузинских летописях в XI веке, и затем этот термин упоминался в последующих веках. В книге «Славянская энциклопедия» за XVII век указано, что впервые в русских письменных источниках ингуши упоминаются в XVI веке под обозначением «калканцы» — это искажение от этнонима «галгай» на старорусский манер. Поскольку в то время в отношении этого народа еще не применялся экзоним ингуши, народ галгай был известен в то время под своим самоназванием. Происхождение самоназвания чеченцев Нохче, Чи или Нахчи вызывало интерес у исследователей-кавказоведов, что отражено в архивных материалах прошлого. Книга «Топонимия Чечено-Ингушетии», автор — чеченский исследователь-кавказовед Ахмад Сулейманов. Страница 145. Сегодня Нахчи как Начхи, подразумевая чеченцев плоскостных, связывают с названием овечьего сыра — Нахчи. На странице 169 того же труда указывается, что оба термина «нахш» в переводе означает «люди» и «нахчи» ни одного ряда имеют разные основы и разные истоки. Чечня и чеченцы, Тифлис, 1859 год. На странице 139 прослеживаются следующие строки. Нахчи — слово, означающее на галгаевском наречии и вообще у всех чеченских племен сыр. Сказки и легенды чеченцев, Владикавказ, 1882 год. На странице 5. Чеченцы, называя себя нахчи, что значит на их языке сыр, в 6-м выпуске сборника сведений о кавказских горцах, выпущенном в 1872 году, присутствует статья чеченского историка и этнографа Умалата Лаудаева под названием «Чеченское племя», в которой также указывается происхождение самоназвания чеченцев. В первобытность же свою, не быв ознакомлены еще с хлебопашеством, за неимением хлеба, употребляли в пищу большое количество сыра. Почему? Хвалясь своим изобилием пред своими соотечественниками, обитавшими в скудных приаргунских горах и многонаселенной Ичкерии, назвали себя сырными, по-чеченски нахчой. Сыр по-чеченски называется нахчи, слово это во множественном числе нахчи, а отсюда происходит народное название нахчой, то есть люди, изобилующие сыром. Что название нахчой чеченцы получили от сыра, это подтверждается и тем, что назрановцы сыр называют начхи, а чеченцев начхой, то есть, и они дают им название от сыра. Ичкеринцы называют нахчой мохк. Название это перешло к ним от плоскостных чеченцев, получивших название нахчой, что означает «земли чеченцев» или «сырных». Так как чеченцы на плоскости уже назвались нахчой, то они Ичкерию назвали нахчой мохк, то есть страной сырных. Как известно, в чеченском языке преобладает около 7 диалектов, тогда как в ингушском языке деление на диалекты отсутствует. Также среди некоторых неосведомленных индивидуумов распространено такое ложное суждение, что ингушский язык якобы не носит самостоятельного статуса, а всего лишь является диалектом чеченского языка. Утверждать, что ингушский язык произошел от чеченского, это примерно то же самое, если высказывать точку зрения, что английский язык произошел от американского и что англичане говорят на американском языке. Далее будут приведены архивные материалы, указывающие, что становление чеченского языка происходило за счет развития лингвистических особенностей, имеющих корни в ингушском языке. Николай Яковлевич Данилевский, русский социолог, публицист, идеолог панславизма. Его авторству принадлежит труд под названием «Кавказ. Его горские жители в нынешнем положении». Москва, 1846 год. На странице 121 этой книги приводится следующий тезис. Кисты, ингуши и карабулаки говорят все одним языком. В данном контексте автор причисляет эрстхойцев и кистов к ингушам и указывает объединяющим фактор единого языка. На той же странице прослеживаются следующие строки.
Между кистинскими наречиями чеченский диалект много различествует от коренного языка, исходя из этих данных. Можно прийти к выводу, что автор тут придает чеченскому языку статус диалекта и делает заключение, что ингушский язык является более коренным. Аналогичные сведения, приведенные в книге под названием «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», собранные и пополненные Семеном Броневским. Издана в Москве в 1823 году. Приведем следующее утверждение из этой книги, страница 153. Кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого потребляют. На странице 172 сообщается, что чеченский диалект – это ответвление от основного коренного ингушского языка. Между кистинскими наречиями чеченский диалект наиболее разнествует от коренного языка. «Языки и народы Кавказа», 1930 год, автор – лингвист, профессор Николай Феофанович Яковлев. С этого времени и до настоящих дней область распространения ингушей и ингушской культуры простиралась по всему Нагорью современных Ингушии и Чечни. В указанный период эта культура, можно думать, еще не имела постоянных центров на плоскости. Поэтому до сих пор нагорное население Чечни говорит на наречиях, более близких к ингушскому, чем к плоскостному чеченскому языку. Когда же сложились чеченцы как национальность? Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Причем одним из наиболее ранних выходцев на плоскость из всех вейнахов следует считать карабулаков или арштхойцев, полукочевников-скотоводов. Эта эмиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунже за Терек. Многочисленные нагорные племена из Нашаха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости. Подпали под влияние соседних плоскостных культур русской, кабардинской, ногайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык чеченский. Таким образом, на основе производственного и экономического превосходства Чечни в настоящее время чеченский язык и чеченская культура, развивающиеся на чеченской плоскости, обнаруживают тенденцию к расширению за счет ингушского языка. Некоторые исследователи XIX века ошибочно относили ингушей к чеченцам и безосновательно называли ингушей частью чеченского народа. Однако делалось это ими лишь с целью личного удобства и упрощения при изучении Кавказа, не более того. В книге Павла Ивановича Ковалевского «Народы Кавказа», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году, на странице 148 сообщается следующее. Многие авторы считают ингушей только частью чеченской нации. Однако тщательные исследования, особенно антропологические доктора Пантюхова, показали, что ингуши не принадлежат никакой из существующих ныне народностей на Кавказе и что они составляют самостоятельную народность. Известие Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Том 13, 1900 год, страница 125. В обычаях, нравах, религии и типе ингушей сохранилось много своеобразного, доказывающего, что прародители ингушей были не чеченцы. Влиятельный ученый-антрополог, доктор биологических наук Виктор Бунак в 30-х годах XX века руководил антропологическими обследованиями среди народов Кавказа и пришел к выводу, что среди ингушей кавказский антропологический тип сохранился более, чем у кого-либо из других северокавказских народов. «Арийское прошлое земли русской» издано в 2011 году. В западной антропологии утвердилось иное название европеоидов – кавказоиды или кавкасионский тип, по древнему грузинскому названию Кавказа – кавкасионе. Впервые название «кавказский тип» дал белой расе немецкий ученый, живший в XIX веке, Иоганн Блюменбах. Он описал обнаруженный на Кавказе ископаемый череп, который в целом, по его мнению, соответствовал параметрам идеального полеевропейца. В свою очередь, отечественный антрополог Виктор Бунак считал, что среди ингушей в большей степени сохранился процент древнего населения Кавказа.